Добрый день! Сегодня мы вас приглашаем в очередную передачу «Парад профессий» в Канарский педагогический колледж. С вами Ника и Владимир. Сегодня мы хотим вам рассказать о специальности «Дошкольное образование». Воспитатель детского сада – это состояние души. Он дарит детям тепло своего сердца. Постичь формулу успеха настоящего воспитателя вы можете в нашем педагогическом колледже. Итак, добро пожаловать в Центр инсталляции по компетенции «Дошкольное образование». Все студенты, выбравшие данную специальность, проходят практику учебную и производственную. Наряду с общеобразовательными предметами студенты специальности дошкольное образование обязательно проводят занятия, которые помогают в развитии умственных, творческих и физических способностей. Обучение организуют профессиональные, грамотные специалисты, добрые и отзывчивые преподаватели. Юлия Геннадьевна, скажите, пожалуйста, какое занятие тут проходит? Сегодня мы покажем организацию различных видов деятельности детей в детском саду, а именно организацию игровой деятельности, то есть разыгрывание сказок с помощью кукол Би-Бабо, да, кукольный театр, и с помощью песочной анимации. Жили-были старик со старухой. Говорит старик старухе: «Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку намети, не наскребешь ли муку на колобок?» Взяла бабушка крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, наскребла 2 горсти муки, испекла баба колобка. Учебную практику со студентами дошкольного отделения ведет выпускница нашего колледжа, методист Сидорова Зоя Ивановна. Зоя Ивановна, расскажите нам про этот вид практики. Наши студенты проходят производственную практику во всех детских садах города Канаша. Но прежде чем провести пробные производственные занятия в садике, мы должны научить их здесь, в педколледже, проводить эти занятия. Для этого сначала студенты составляют конспекты занятий, конспекты проведенных мероприятий, конспекты игровой, трудовой, образовательной деятельности дошкольников. После составления конспектов студенты проводят уже пробные занятия. Здесь мы их учим правильно проводить эти занятия, чтобы детям было интересно, чтобы занятия проходили правильно, методически верно. Руфина, скажи, пожалуйста, какое задание по производственной практике вы сейчас готовите? Сегодня мы готовимся к проведению на производственной практике в детском саду режимного момента утренняя гимнастика. В качестве детей у нас наши студенты, а я буду в качестве воспитателя. Одну из основных ролей развития дошкольника играют продуктивные виды деятельности, результатом которого должен стать определенный продукт, в чем мы сможем убедиться на занятии опытного педагога. Мы берем интервью у студентки выпускного курса. Что ты можешь рассказать о годах учебы в колледже? Время пролетело незаметно. Я получила очень много знаний, умений и навыков. Профессия воспитателя – это яркая, интересная и творческая профессия. Дошкольное детство – пора наиболее оптимальная для приобщения ребенка к миру прекрасного. Огромное значение в связи с этим приобретает умение воспитателя приобщить детей с самого раннего возраста к искусству пению и танца. Поэтому в расписании занятий студентов дошкольного отделения большое место занимают уроки ритмики. Скоро весна.
а вместе с ней приближается наш традиционный фестиваль «Студенческая весна». Самые творческие, талантливые и с чувством юмора студенты готовятся к отделенческим концертам. У нас есть возможность побывать на репетиции танцевального ансамбля дошкольного отделения «Грация». Танцуют все! «8 февраля ежегодно отмечается День российской науки. В этот день, по традиции, в нашем колледже проходит мероприятие по научно-исследовательскому направлению. Сегодня мы можем увидеть, как наши студенты делают первые шаги в науку. Мы находимся на конкурсе защиты проектов. Наука начинается с колледжа. Участниками конкурса являются студенты первого курса, в том числе и студенты дошкольного отделения. Представься, пожалуйста. Я Симушкина Елена, студентка первого курса. Как называется твой проект, который ты уже успешно защитила? Мой проект называется «Шапка Мономаха. Ее история и значение». И я сегодня получила свой первый сертификат. Поздравляю тебя! Свои теоретические знания, полученные на занятиях, наши студенты закрепляют в процессе практики. Мы находимся в одном из лучших дошкольных образовательных учреждений нашего города – в детском саду номер 7, на базе которого наши студенты проходят разные виды практик. Давайте посмотрим, как наши студенты, будущие воспитатели, проводят пробные занятия с детьми дошкольного возраста. Представьтесь, пожалуйста. Я Иванова Ольга Борисовна, воспитатель подготовительной группы номер 2 детского сада номер 7. Сейчас наши студентки будут показывать занятия по формированию элементарных математических представлений. Мы находимся у самых маленьких воспитанников детского сада. Маленькие мамы с дочками гуляли, маленькие мамы доченек качали. Вот так, доченек качали.
Елена Васильевна, расскажите нам о социальном партнерстве вашего детского садика и нашего Канарского педагогического колледжа. В моем лице наш детский сад является социальным партнером Канарского педагогического колледжа. Более того, сделаю маленькое отступление, у меня еще и личностное отношение к колледжу. Дело в том, что 4 поколения моей семьи тесно переплетаются с историей колледжа. Начну с моей бабушки, которая является выпускницей Симбирской школы Ивана Яковлевича Яковлева. И ей удосужилось в годы войны директорствовать в Канарском педучилище. Далее моя мама очень много лет преподавала в Канарском педучилище до выхода на пенсию. Свое первое образование я получила в Канарском педучилище. Первое профессиональное образование получила моя дочь, мой сын, который сейчас работает там. Так и получается, вот 4 поколения тесно связаны с историей педколледжа. Сегодня, когда завершилось нормативно-правовое оформление нового социального заказа, а также уже введены в действие федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, очевидно, что совершенствование профессиональной подготовки выпускника колледжа не может происходить без участия нас, потенциальных работодателей. Современные дошкольные учреждения нуждаются в высококвалифицированных, творчески мыслящих специалистах, умеющих не только гибко адаптироваться в новой среде, но и активно ее преобразовывать. К чести Канарского педколледжа хочу сказать, что вливающиеся в педагогические коллективы детских садов выпускники колледжа обладают достаточной теоретической и практической базой для обучения и воспитания дошкольников. Считаю нашу модель социального партнерства продуктивной, надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Светлана Ивановна, расскажите об особенностях обучения студентов дошкольного отделения. Специальность дошкольное образование сейчас становится все более популярной. Но это связано с тем, что на рынке труда для педагогов дошкольных учреждений представляется довольно-таки большое количество вакансий. В нашем колледже на специальности дошкольное образование обучается более 250 человек. Прием на данную специальность в колледже ведется как на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев, так и на базе 11 классов. И тоже очень хочется отметить такой факт, что в следующем году мы будем набирать 2 группы на бюджет. Бесплатное обучение – это 50 человек вакантных мест. Если ты доброжелателен, отзывчив, готов в любой момент прийти на помощь, готов выслушать ребенка, родителей, если ты творческий человек, то тебя ждет одна из самых востребованных профессий Канарского педагогического колледжа – дошкольное образование. На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующей мы поговорим о специальности физическая культура.